Всех приветствую на канале Алексеева Лайф, и сегодня у меня долгожданный гость. Этого гостя ждут, я уж не знаю с каких времен на самом деле, потому что в самом начале, когда я вообще открыла канал Алексеева Лайф и спрашивала, проводила опросы, кого же вы хотели бы видеть в качестве гостя на интервью с Аленой Алексеевой, большинство, большинство, да, этот человек лидировал в списках практически так же, как и лидирует сейчас в списках и опросах и голосованиях. И у меня в студии, наконец-то, Владимир Юрьевич Федоров, кандидат на должность главы города Якутска. Сколько можно было идти сюда? Вы понимаете вообще на самом деле, в каком напряжении вы держали? Да ладно меня, да? Столько телеграм-каналов уже прямо вот этот вопрос мне кидает. Да где же ваш Федоров-то? Да кто ж там засал-то в конце концов? Тут-то я, тут-то, Алена. Я уже даже на самом деле все, уже, честно говоря, вчера у меня был день рождения, во-первых. Во-вторых, я уже как-то свыклась с мыслью, что, видимо, Федоров все-таки до меня не дойдет. Я дойду. И сегодня вы мне позвонили, я вообще в шоке была. Настало время. Настало время. Ну, всему есть, если что-то не делается в ситуации, не надо ее обострять, форсировать. Оно все само придет, нужно только время дождаться и так далее. Значит, тогда не было, это не надо было. А сейчас надо. И, скорее всего, действительно так. Ну, и объективные причины же были какие-то. Ну, причины мы всегда можем и придумать, и причина это вещь такая, как бы человек, чтобы чего-то не делать, он обязательно придумает причину. Но в данном случае, скорее всего, было так. Скорее всего, я действительно тогда не мог и так далее. Я придумал причину. А сегодня, хотя и много занятость большая была, пожалуйста, я здесь, с вами. Наконец-то. Прекрасно. Ну, тогда не будем затягивать, да. Я хочу обратиться к вам, сказать, что подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Ставьте лайки, пишите свои вопросы, комментарии, критику, хейт, вообще все что угодно. И я к этому лояльно открыта. Но с дизлайками все-таки как-то это, да. Если вам не нравится Федоров, не ставьте Алексеева дизлайк. Мне в мой личный Инстаграм, на моей площадке, туда все. Я готов принимать. Кстати, критика это для меня лучшее, что можно делать. Ну, конструктивная, конечно. Когда дизлайк, ну объясните, в чем у вас ваша проблема, мы поговорим о ней. Вот, поэтому, если кто подписан на ваш канал, в мой Инстаграм зайдет, на любую мою социальную площадку, в директах и везде можете писать, чем это не нравится вам. Я готов всегда меняться, становиться лучше или, значит, исправлять какие-то, может, сложились какие-то ситуации, где их нужно исправить. Не объективная критика, которая плохо, не бело и так далее, она не работает. Ну, это понятно, да. Единственное, что я сегодня видела где-то комментарии, да, но сейчас все равно попадается много страниц предвыборных, кандидатских, да, и там писали о том, что в вашем аккаунте подтираются комментарии. Где именно? В каком именно? Ну, видимо, в вашем основном. Ну, где? Например, у меня много аккаунтов. Дневники, Инстаграм, Фейсбук. В Инстаграме. Ну, Инстаграм, вы же понимаете, что если там переходят границы дозволенного, хамства, у меня четкие есть правила. В дневниках они хорошо расписаны, есть много пунктов, которые я не буду терпеть. Это в парапсихологии это называется пропуск. Если ты будешь человеку пропускать хамство, то есть он будет тебе один раз говорить на «ты», в следующий раз он тебе по плечу хлопнет, потом крикнет «эй» и так далее, и он перейдет границы. А я этого не терплю и, соответственно, как бы делаю определенные ограничения. Не надо вокруг себя собирать энергии, которые приносят для других, ну, скажем, негатив или еще что-то. Если ты их будешь аккумулировать, ты их будешь усиливать. Соответственно, это не для меня. Я так не работаю. Поэтому прошу прощения, если удалены какие-то комментарии хамские и так далее, я буду это делал и впредь предлагаю вам, лучше не пишите. Есть площадки свободные, там простор большой, ради бога. Потом хочу с вами обменяться и опытом своим. Куда ты направляешь внимание свое, то ты и усиливаешь. Ну, допустим, начинаете в перепалку перепадать с людьми, они цепляют от вас энергию. Это вы мне лично сейчас говорите? Все, я молчу. Нормально так вообще? Спасибо. Ну, знаете, есть такое понятие, непрошенные советы не дают.
Я Не, на самом деле поделился. я точно таких же правил придерживаюсь. У меня тоже нету никакого бана, я не удаляю людей, не блокирую, если только это не переходит на какие-то оскорбления или меня, или моих подписчиков. Ну, люди знают, в принципе, об этом, поэтому у нас диалоги, как правило, конструктивные. То есть критику, которую пишут мне, Конечно, да. это Мы та, обсудим, давайте, да. на что можно действительно обратить внимание и подискутировать. Кстати, ну вот вы так прям очень, да, сейчас прям точно пытались определить, вот какая площадка или что, какой ваш избиратель в таком случае, я думаю, вы должны это знать. Я Кто точно он? знаю, это объективно, и тогда 18 плюс, 65 плюс. Прям Причем, все. да, причем у молодежи интерес такой, что, ну, молодежь, она бывает у нас, ну, разная, скажем, те, которые хулиганы, ну, назовем их так, ну, там, та молодежь, которая в той группе, да, им интересно, то есть я в этой области, я же в их шкуре тоже жил, там, я хулиганил в детстве и так далее. Молодежь такая Ну, видимо, и не только в детстве. Да, было по-разному. Ну и, соответственно, конечно, это вот та молодежь, которая такая конструктивная, уже такая стремящаяся, значит, к каким-то новым, даже духовные ценности они разделяют со мной. Я вот с ними разговариваю много раз, и они сторонники. Люди чуть постарше, которые строят только отношения, семьи, какие-то проекты, там, ну, бизнес даже строят. Я им интересен по своим, ну, назовем это, успешным действиям. Вот. Люди еще старше, а они хотят у меня получить опыт. То есть они прямо мне открыто спрашивают, а как ты это сделал, там, а как у тебя складывается вот это, почему ты такой молодой, у тебя уже 3 внуков и тому подобное. А что, они не знают, как внуков делать? Ну, наверное, но если У ты меня знаешь, можете спросить, я скоро бабушкой если ты буду. знаешь, то я тебе напомню. Если не знаешь, то тебе скажу. А мы родили девочек наших в 45, если что. Да, так что надо понимать, что у нас опыт очень хороший. Потом мальчики мои, они заточены на то, чтобы семейный род, он двигался вперед. Поэтому в этой части интересно вот это, да, отношения, семья, там, группа и так далее. Ну, а возрастные люди, ну, наверное, они видят какой-то в себе, может быть, то, что было у них раньше, как-то себя манифестируют в этом. Вот, смотрите, да, показывают это дело. Поэтому у меня, в общем-то, достаточно там интеллигенция. Вот я очень заметил, вот вчера подошел ко мне профессор экономических наук, я фамилию не забыл его, такой дядечка хороший, он мне такие хорошие идеи подсказал. Особенно вот эти прогрессии, перспективы, такие мессийные такие вещи, значит, по развитию города Якутска. Они говорят, наша стратегия 32-50 года это ни о чем. Сделайте длинные проекты. И он такой экономический проект, и он мне поделился с этим. Там духовные ценности, экономика, социология, там, демография, он все так обсказал. Тогда очень глубокий человек, и мне понравилось его наставление, которое он мне сделал, в виде того, что мы стали близко смотреть, короткие делаем программы на 10 лет. Что такое 10 лет для города Якутска? Мы почти 400 лет существуем на одном Аласе. Для нас 400 лет в Туймаде жить, границы маленькие, надо развиваться. И народ сегодня даже в некоторых местах живет, ну, наверное, скажем так, еще с феодального строя. Ну, то есть все на улице, удобства и так далее. И он говорит, это из-за того, что мы узко мыслим, масштабнее нужно. Как бы планетарного масштаба, нанотехнологии и так далее, это одно, а наши отношения. Но я недавно как раз вспоминала тоже в телеграм-канале, и когда работала в ЕТЭК, вышла из отпуска по уходу за ребенком, и там как раз, ну, так активно пытались продвигать проект газохимический завод, да? Нам это надо. Нам это надо все равно. И вот как раз в контексте того, что мы продолжаем ходить в туалет на улицу. Да. Да, многие вещи, которые мы сегодня еще не видим. Но может быть время такое. В мире же циклично идет развитие все равно. Некоторые циклы возвращаются обратно и так далее, перестройка. Нас время учит. Вообще все время, она все время учит. Вас чему научило время? Степенности, первое очень. Справедливости. Такие есть фундаментальные вещи, отношения. Сохранять отношения, не разрывать связи, это очень важные вещи. Можно было раньше думать о том, что, ну ничего, мы еще наработаем. Особенно близкие отношения. Это близких людей, родственников, друзей и так далее. Я могу погордиться, что у меня много друзей. Их не может быть много. Может быть 3-4 друга, вот на которых ты можешь положиться. Обеден друг? Да, несомненно.
А дружба же это как в семейные отношения, когда вы с супругом платите за ипотеку много лет, а потом это успешные действия, вау. А в дружбе много других У вещей. нас нет такого Но вы опыта с зря так мужем. говорите. На самом деле циклы в отношениях, они при получении успешных, родили ребенка, события, заплатили ипотеку, события. У вас есть успешные действия совместные. Нет, я конкретно про ипотеку имею в виду. Ну, ипотека это Ну у да, всех да. на устах. Некоторые думают, это банальные вещи. Нет, кстати, семейный бюджет, освоение Ой, его. это нет, Это, это наука прямо. И При на этом, самом кстати, деле, кто... 90% разводов только из-за того, что не вытягивает быт семейный. Просто не вытягивает. Нехватка денег на автобус, на пятом. Мы же живем в одном мире, а у нас-то вокруг и другой еще есть мир. Поэтому здесь я считаю, что вот эти вот отношения, они накопленные годами, дружеские, они очень ценны. Вот это я четко знаю и понимаю. Но если хотите об этом поговорить, вам почитаю, могу семинар отдельный. Лучше, наверное, Давайте, ладно. Видимо, правда, есть чему у меня есть поучиться. опыт, что... Ну, мне любопытно, конечно, было бы, вот именно с точки зрения вот этих вот аспектов таких Вот смотрите, взаимодействия вот смотрите, людей. парламент, да, городская дума там и так далее. Я сейчас дружу, ну, поддерживаю отношения, по крайней мере, но это дружеские отношения. Это не дружба-дружба, это вот такие приятельские отношения с некоторыми депутатами парламентскими 20-летней давности. То есть такая длинная история, которая мне сейчас звонят, мы разговариваем, мы называемся соломовцы, да, ну, царство небесное человеку, Николай Иванович хороший был учитель мой, я его и Василий Михайлович Власов, и Василий Васильевич Филиппов, там, и Александр Николаевич Жирков, там, я могу, и Михаил Ильич Николаев, мне удалось в этом мире жить с ними в свое время, это большой мне подарок жизненный, да, где я увидел образцы государственных деятелей, настоящих. Вот эти вот дружеские отношения, которые перешли вот так уже на десятилетия потом, да, когда перезваниваемся, говорим, сожалеем о чем-то, делимся и так далее. Это, кстати, тоже ценность. Согласна. Пообщался там 2-3 года, 4 сезон, там и до свидания. Или, например, с моим приятелем недавно мы встретились, который уже дедушка, а жили мы с ним в поселке геологов вместе и так далее. Мы сказали, о, Володя, там дед. Там реально, ну, у меня старший был в школе. Вот мы с ним встретились, там обнимаемся, у нас и теплые отношения, потому что у нас были вместе в детстве какие-то события. Вот это надо сохранять. Точки, да, такие? Да, такие, вот, да, рэперы, какие точки, мгм. какие могут, хотя бы о чем можно вспомнить. Да. Так, ну ладно, давайте тогда все-таки перейдем к тем конкретно вопросам, которые я задаю вообще всем кандидатам. Ну, задавала я, в принципе, полагаю, больше уже, наверное, на канал Алексея Валаев ни один кандидат не придет. Не потому что вы, а просто уже больше никто, наверное, не придет, не изъявили желания во всяком случае. Зря. Какие есть проблемы у города, которые вы даже, если станете мэром, не сможете решить? Ух, нет таких проблем, Алена, нету. Нельзя себе ставить заслон нерешаемых проблем. Ты себя ограничиваешь. Нет проблем нерешаемых. Я могу обратиться в парламент, я могу обратиться к главе. Водоотведение вы сможете решить? Водоотведение – это насосные группы. Это нам внушают иллюзию о том, что это невозможно сделать. Если я у себя во дворе поставлю насосную станцию обычную, причем насосная станция это с регулятором давления, если у тебя давление поднимается, значит там поплавок у тебя включается насос, он перекачивает воду и так далее. Это нужно только приобрести, смотреть. Технологии позволяют все, даже пыль сосать. А сколько это денег? Да, это денег стоит, само собой, это стоит денег, да. Я могу вам сказать, что на город нужно мощных станций, но если мы пойдем от Вилюйского перехода через Вилюйский тракт, потом мы должны продуть воду в Хатануряхском озере, да, Хатанурях, 3 дамбы, 4, выгнать ее на сторону, ну, например, там где-то в район Мархи, ну, лучше, конечно, не в Марху, а сюда в водоканал, но с десяток станций, но они должны быть каскадного строения, то есть уровень воды чем выше, тем давление должно быть мощнее, то есть мы с нижнего уровня поднимаем. Но мы же сезонно с вами, нам 4 месяца нужно поработать, май, июнь, июль, август, ну, в сентябре уже падает уровень давления. Да. Все. Да, мы потратим где-то 20-30 миллионов рублей в год на вот эти перекачивания, ну, ориентировочно я говорю. Я почему говорю, потому что это электроэнергия, это обслуживание и так далее. Но мы избавимся. У нас будет куда сводить воду. Это не я придумал. Это долгая история. Мы это еще проходили в 2001-2003 году с Михальчуком.
Мы это еще думали в 90-х годах, еще с предыдущими мэрами и так далее, ну, в конце 90-х годов. Это мы обсуждали в парламенте республики, это я с мужиками разговаривал в Якутдурстрое. Это все уже настолько обговорено, это нужно просто сделать. Нужно сделать. Что значит сделать? Это изучить. Первый шаг. Второе, приобрести механизмы и выполнять эту работу. И при выполнении нужно, ну, например, контроль, допустим, за озером Талым, где шлюзы стоят, он не поднимался лет 5, там шлюзы сами уже заржавели. Их надо каждый год поднимать, опускать, но это зимой, чтобы воду не выпустить. Сегодня их невозможно поднять. Представляете, нам, чтобы сегодня воду поменять в озере, готовые шлюзы, они не используются, а нам нужно менять воду. Это, во-первых, дополнительное там, ну, как бы очищение. Второе, мы должны рыбу запускать. Третье, это если это уровни поддерживаются. Второе, лето сухое. Вот эти маленькие детали, которые невозможно делать, это просто из-за отсутствия контроля. Я таких примеров вам могу привести по городу сотни. Это начиная от Шестаковки и заканчивая Хатасским укреплением. Шестаковка, если жители знают, а меня сейчас слушают, конечно, профессионалы еще. Вы знаете, что такое мучительная там работа в Шестаковке воду удержать. Или по пригородному, например, там для дачников. Это просто запущенные территории, где просто не было работы. Или вот, например, Хатасы мы там спасали. Ой, Хатасы нужно спасти. 7 миллионов рублей и все. И берег сделан. За 2 недели. Выход из положения, выход. Поэтому я на эти препятствия смотрю как задачи, которые нужно выполнить тем или иным способом. Ну, например, изыскать денежные средства, найти механизмы, найти людей, которые это сделают, и обратиться за помощью и так далее. Все равно это будет сделано. Все можно сделать. Не вижу в этом препятствия абсолютно. Чем вы сейчас занимаетесь? Какая у вас занятость? Ну, сейчас, если плакаться и говорить 24/7, 365, это будет неправда. Нет, Ну, нет, у меня есть время, я скажу, у меня есть время. У меня есть время где-то с 9 до 11 вечером, я ему себе могу посвятить. Конечно, это усталость от этих гаджетов и так далее и тому подобное. И включить себе фильмец. Какой? Я уже говорю, я классик. Вообще классик. Это от Шукшина и заканчивая, значит, ну, рязановскими фильмами. А современные не смотрите? Знаете, вот правда, вот не утомляет. Я в пандемию, значит, высмотрел, сын заставил «Викинги» посмотреть, и второй сын меня попросил, значит, посмотреть, мать его, популярные битвы престолов. Я до какого-то там 7-го сезона посмотрел, когда в 8-м сезоне они плюнули на все и все сожгли к чертовой матери. Я сказал, это же много. Слушайте, я не помню, на 6-м, по-моему, остановилась. Нафиг надо было снимать такую эпопею. Не, ну сначала чтобы вообще взять красиво. вот такое впечатление, что он устал. Все, я устал. Все, сжечь к чертовой матери. А вы прям неутомимый, вы бы не устали, да? Вот представьте. Чего не утомило? Чтобы сжечь это все? Да. Да нет, конечно, компромисс бы нашел. Какой? Ну, во-первых, дамочку нужно было... Ладно, не пойдем. Белокурую надо было ее гармонизировать. И 100% надо было гармонизировать. Красноволосую что надо было с ней сделать? Ну, то с миром отпустить и так далее. С драконами тоже можно было уладить и так далее. Но сохранить все, что там было сделано, можно было. Вот прямо все сжечь и уничтожить, это, ну, не по-моему. Так, ну давайте тогда уже перейдем в эти острые темы, да, все-таки с занятостью, с вашим бизнесом. Ну, количество бизнеса, я не знаю, честно говоря, почему люди на эту тему шумят, я просто специально заходила, смотрела. Все направления, которые идут там в Викторе клиник, я так поняла, что это сама клиника, там потом это рентгенологическое это отделение, там то, сё, 5, 10. Ну, понятно, люди растут, развиваются, дальше расширяются. Это очень круто, на мой взгляд. А вот что все-таки с землей Саха-Экспо? Я знаю, что вы неоднократно говорили. Ничего. Для моих зрителей, значит, пожалуйста. Смотрите. Есть Саха-Экспо-центр, вот прямо наглядно показываю. Вот стоит здание, к нему прилегает земельный участок. Он даже там 9-й, по-моему, называется по кадастру. Вот здесь рядом стоит, значит, от старого дома земельный участок. Вот он, дом снесен. Он загорожен с этой стороны по просьбе управы моим забором. Мне его взяли, приписали, что это мой участок. Да к черту, я там ничего не имею на этом участке. Я даже там доски не имею. Наоборот, я еще его огородил, чтобы я был огорожен от этого забора. Все, точка.
Каждый год семья платит за этот земельный участок десятки миллионов рублей. Можете зайти на сайт и посмотреть. Там, по-моему, в месяц 1 миллион рублей у них, что ли, оплата и так далее. Этот земельный участок этот находится не в собственности, а в аренде семьи уже порядка 15 лет, потому что мы расселили там 50 семей. На каждую семью есть отдельный документ, отдельная папочка. Я очень аккуратный человек. Я собираю все документы, которые были расселены, каждый по своему желанию, в отдельную квартиру. Все абсолютно дома. И вот этот земельный участок сегодня находится под Сахаевск-центром. Спор якобы идет вот за этот. Я на него и не претендовал никогда, он не мой. Он тем более в библиотеке, поверьте мне, в земельных-то вопросах мы разбираемся. При этом вот этот земельный участок у семьи более 15 лет. При этом никогда ни у одного руководителя не было города к этому претензий, либо чего-то. Может, там что-то другое закралось? Или, может быть, там есть чей-то интерес? Например? Ну, может быть, какие-то люди хотят его просто получить по себе там под строительство что-то и так далее и тому подобное. Ну так что, обращайтесь в суд, пожалуйста, милости просим. На каком основании? Если полноценная, все процедуры пройдены, он стоит в регистрационной палате на учете, все документы эти в мэрии находятся уже десятки лет, никому не было дела до этого. Какие вопросы? Почему называется Экспо? У нас есть задумка во второй очереди, мы об этом говорили, площадки сделать для экспозиции, значит, выставок. А, кстати, мы сейчас это делаем на маленьких площадках, которые у нас есть. Ну вот именно что на маленьких, потому что когда Экспо, ты видишь название Экспо, ты понимаешь, что это выставочный центр. Алена, я сразу, когда увидела это название, вообще, когда оно только появилось, Нету я думаю, семьи столько не денег, чтобы смешите, пожалуйста, мои тапки. На Да? такой Какое объем. Экспо в Якутске вообще в таких объемах, Алена, в таких да, количествах? да. А зачем тогда так называть надо? Знайте, что семья работает только на свои деньги. У нас нет инвесторов московских, у нас нет каких-то, мы берем кредиты, строим на свои деньги. Я расселял каждого жителя, отдельно разговаривая, то, что он хочет. Были у нас ну, как бы, случаи, когда на одну квартиру 36 квадратных метров выдавались 3 квартиры. Так тогда в то время закон велел, и мы делали. Поэтому, чтобы площадка была большая, нужно, конечно, в вторую очередь доделать. Но на это нужны средства. Я признаю, что таких денег семья сразу выложить не сможет. А сколько это денег? Вы хотите точную цифру знать? Примерно, я не знаю. интересно. Сегодня по ценам там какого там 14-го, по-моему, года это было, ну, порядка там 350 миллионов рублей. Ну, сейчас это прошло много лет. То есть это примерно размер вот первого блока, да, она чуть больше, чуть больше. Угу. Там площади должны позволять. У нас должна площадка самого экспозиционного зала постоянно действующая. Вот как сейчас шубы там какие-то, ну, экспонируют, да, ну, там местного товаропроизводителя там 200 или 300 квадратов. Она нужна 2000 квадратов, потому что там должны быть и люди, которые занимаются ножом якутским, это пропаганда вообще вот национального творчества, это моя прям болезнь. Кстати, у меня первый якутский нож мне подарил Алексей Сергеевич Николаев. Это была такая коробочка, она у меня сейчас хранится дома, там 3 ножа таких аккуратных и так далее. Это было лет 20, наверное, назад. По-моему, это было даже на день рождения. И она там с точилкой, там со всеми делами, и он хранится и так далее. И у меня к этому особое отношение. Вот эти вот вещи, они для меня национальные украшения женские. Какое отношение у вас к Алексею Сергеевичу? Ровное вообще. Кстати, я его очень уважаю. У него есть немало качеств, которым нашим политикам нужно как бы, ну, тоже научиться, ну, к его окружению. Ну, у него, наверное, не хватает времени давать им мастер-класс и так далее. Ну, я не буду детали даваться, не хочу сейчас это растиражировать, значит, Почему? Я хочу, чтобы растиражировали мой выпуск. Есть многие стороны, я же с ним работаю, ну, там, работал, по крайней мере, близко, там, более 15 лет, да, до некоторых периодов времени. И это начиная еще с министра финансов, когда я был зампредседателя контрольного комитета. Мы в депутатстве были вместе, мэром города Якутска и так далее. Кстати, мы были всегда вместе. У нас было хорошие очень партнерские отношения. На контрольном комитете защищал министерство. В городе Якутске я защищал интересы города и так далее и тому подобное. Я не выставлял свою кандидатуру, ну, когда он баллотировался, по-моему, в 2017 году было и так далее. Было все ровно. То есть то, что сейчас происходит, можно... У нас были хорошие отношения с семьей, мы встречались даже, значит, ну,
семьями, там, значит, на каких-то мероприятиях и так далее. Поэтому если в детали вдаваться, то, в общем, это назвать нужно даже очень хорошие отношения. То есть те же самые практически дружеские, приятельские. Приятельские отношения, да, Мгм. абсолютно вы правильно говорите. Тогда получается то, что сейчас происходит, Это черная кошка. или nothing personal, just business. Да? Что вы сказали, повторите? Ничего общего, да? Ничего личного, just business. Так, хорошо. А где вы, кстати, родились и выросли? Вот здесь недалеко, где-то 7 километров от этого места. Мы на автодорожной находимся. Да, мы на автодорожной находимся 7, потому что я пешком ходил на птицефабрику. Вот здесь на птицефабрике мы ловили для наших кошек гальянов. Знаете, ну, иногда, а у меня здесь друг жил, и мы к нему на дачу заныривали, и с ребятами иногда там, значит, отмечали встречи. Поэтому 7 километров отсюда есть на улице Чайковского, 16 в Сайсарах. Дом 16. Это деревянный дом. Это старое здание, его уже, оно так рядом стоит с, вот это уже старое двухэтажное здание, значит, роддома в городе Якутске в 1968 году, 52 года назад. Угу. Какое у вас было детство? Счастливые. Мы в Советском Союзе росли, Алена. Это было самое счастливое детство. Босоногое. Один стакан в этом в газированной воды. 2 копейки. 2 копейки. Если ты найдешь 3 копейки около кассы автобусной в сарае, ты еще купишь себе газировку в бане Сайсарской сладкую и банка кваса за 18 копеек, 3-литровая, от которой ты на ходу пьешь, отпиваешь, она тяжелая, проливаешься и так далее. Это счастье. Сетка, бутылка сливок 52 копейки, булка хлеба 18 и 22, в зависимости. Это счастливое детство. Я счастлив, я правда. Я вот своим детям рассказываю, когда «Прощай, молодость», когда мы говорили, да это самые теплые ботинки. Не, на самом деле, да, детство, вот то, что советское, мне кажется, вообще, в принципе, все то время, когда не было гаджетов и когда не было кризисов, Точно. Оно само по себе характеризуется. Отношения были вообще шикарнейшие. Такая была дружба среди детей. Я вот вспоминаю, когда мы сегодня... не знаю. Не, мы ходим сегодня... По-разному было. Мы сегодня ходим в школы, и наши преподаватели жалуются на то, что... сетуют, скажем так, на то, что не хватает инвентаря, мечей, банальных там каких-то перекладин и так далее. У нас было тогда все. Кстати, все. Да. Хочешь перчатки, вот они боксерские. Хочешь мяч баскетбольный, вот. Хочешь, значит, до 9 часов поиграть в баскетбол, пожалуйста. Все было. Лыжи, нет у тебя лыж, пожалуйста, вот тебе лыжи. Мы были достаточно хорошо обеспечены. Внимание было. Александра Алексеевна Чернигова меня пинками загоняла в классы, и я благодарен ей, что она меня заставляла учиться. И тогда было, потому что было по-отечески. Не было таких наставлений сверху. Вы должны, вы обязаны. И никто не уговаривал. Просто по-отечески говорили «надо». И мы шли, делали. Какие предметы вам больше всего нравились в школе? Было география, история. Разделение, да, Конечно, эти люблю, эти конечно. не люблю. Поэтому я сейчас в части, допустим, рэперных точек по городу Якутску, по республике, если вы скажете, какой километр от Устья-Алдана до Намцев или до Хатырыка, я вам четко могу сказать. 162. Или, например, от Намцев до Тюбян. Или, например, Хангаласский родной мой улус. Или, например, там, другие там, населенные пункты, как, например, Владивосток, Хабара, там, и прочее, и так далее. То есть для меня география, это, особенно республики, она просто вызывает интерес. Там появились GPS и так далее. История края, например. История своей земли, там, от Тыгына до семьи Федоров, там, родовой купол, где церковь стояла, где находится переход от села Игит или, допустим, Чуран-базы, где золотоприиски были, до Куранаха, как там они шли, где стояли знаки, как зарубки делались и так далее. Это все мне интересно. Есть даже такая история наша, многие ее не знают, называется Ленский треугольник. Раньше, когда гнали ссыльных, и мои предки гоняли почту, им иногда давали ссыльных и перевозить
на место каторги. Это были в основном вилюйская группа улусов, и мои предки хитрили. Они не гнали лошадей далеко в Якутск, а через такие есть у нас местности Тымпынай, это горные улусы, значит, Мухатта, через Синюю в район, значит, Шалагона, вот на Вилюйский тракт, и туда выходили, и они, это было расстояние всего лишь 160 километров против 350 здесь, от, значит, среднего течения реки Лены, и здесь порядка 200 километров. То есть они сокращали. Они на линях ездили и так далее. Вот эти вот старинные истории по республике, истории именно, исторические, они мне очень интересны. Поэтому география. Якутский язык знаете? Я Понимаете? Коратуала, сахал каратык. Ну, человека все тех, это в лучшем случае, когда я... Алена, вы слышите меня? Я говорю, я хоть и баганы, да, ну, то есть вот малой народности севера принадлежу, но я городской, все меня должны понимать, что мы живем, я родился здесь, и доминирующий язык это русский, надо это признавать, и когда ты теряешь среду, или я вот выезжаю на охоту к друзьям там, и тогда мне надо буквально 2-3 дня, особенно на утиной охоте, и я уже начинаю свободно репликами говорить, это все равно заложено здесь, да, оно есть, конечно. Что тогда за проблемы у вас были с дипломами? Ну, давайте так, неподтвержденный диплом 94 года, он выглядит банально абсолютно. Я его не подтвердил за отсутствием документов. Я могу это сколько угодно говорить, есть факт и остается фактом, он не подтвержден. И я не исключаю, что вот эти вот замены института, университета, это много раз истории такие повторялись, могли быть утеряны, а я не исключаю, что могли быть украдены. Я этого тоже не исключаю. Кому это надо? Я еще раз говорю, диплом не подтвержден, я выучился в Академии труда и социальных отношений, у меня экзамены принимали ведущие юристы республики, они сегодня работают здесь, это факт, это неоспоримый, и он подтверждается. Третье образование вообще спора нет и так далее. Однозначно. Это которое вы сейчас получаете? Да, конечно. Я, кстати, продолжаю учиться, чтобы вы знали. Когда вы получите диплом? Когда у вас сейчас я пишу магистрантскую, я уже 3-ю главу написал. Пишу я ее по крайнему северу, или мы называем по группе арктических улусов по 13. Направление у меня управление севера, это та моя стезя, я и последнее заканчивал по Якутску, это значит, перенос города Якутска, значит, на Вилюйскую террасу. Просчитано все, начиная от количества деревьев, сколько нужно нам на одного человека, а, кстати, замечу, на 15 квадратных метров на одного человека в городе Якутске. А у нас всего лишь 3 квадратных метра, вернее, не километра, а метра. Вот. Спортивных залов у нас хватает, это на 50 тысяч человек один. И вот я вот все вот эту, собрав вот эту массу данных по Якутску, мне ничего не остается, как сегодня пойти на докторскую. Ну, сначала, конечно, сначала кандидатскую, а потом пойдем на докторскую. Сами пишете прямо? Данные даю я сам, конечно. Данные даю, да. Ну, у меня нет, видишь, я с медведем сражался, у меня нет возможности, да. С медведем? Так, все, здесь тему закрываем. В смысле? Не медведь все-таки, да? Да, это в юности было, ну, скажем, вот поэтому. И, конечно, данные, которые я собираю здесь по республике, они у меня есть, заложены. И вот в крайней дипломной работе, и вот сейчас что я в Ранхисе пишу, это, конечно, такие фундаментальные вещи. То есть они их не сотрешь, не добавишь, ни где-то не украдешь. Ну, допустим, по Аллахе. Ну, то есть, если мы потом, это же будет все в открытом доступе, конечно. Да? Потом возьмем, прочтем. Плагиата, пожалуйста, там, это я с удовольствием. Не Чем буду гордиться, это уровнем отсутствия плагиата, это точно. Потому что я последний вот сдавал хоть курсовики, хоть доклады и так далее, они у меня в идеальном плагиате. То есть вот там вообще, там нос коварный. Антиплагиат. Нет, не сплагиачен. Нет, конечно, конечно. Там у меня там тоже по 10, по 15% всего. Ну, это и то терминология. Ну, давайте тогда расскажите, пожалуйста, еще про один пункт, который тоже всех интересует, меня в том числе. Почему стрелок? Что за история? Могу сделать отсылку. Ну, конечно, как бы это будет неправильно, значит, на мои дневники там и все, но... Нет, ну, конечно. Коротко, если сказать, ну, я защищался здесь, несомненно, значит, надо это признать, и потом в то время
значит, 2003 год, когда Что вообще произошло? контрольный комитет. Ну, у нас обычные конфликты проходят в летнее время, ну, согласитесь, не в трезвом виде. Это всегда бывает на берегах реки Лен и так далее. Не хочу обвинять в ту сторону там прямо в каком-то, ну, их было больше, их было 5. Я был один. Мои условия выживания были таковы, чтобы я должен был защититься. Я это сделал. Я думаю, что любой мужчина при несоразмерном, значит, ну, скажем, сил сторон, он бы применил все возможные способы, чтобы сохранить свою жизнь. Выживаемость человека заключается в его безопасности и безопасности его семьи. Вот четкое правило, я его понимаю. Я родился в Сайсарах, и я знаю, что такое, где надо убежать, а где, когда у тебя шансов убежать нету, надо уже защищаться. Вот. В том случае мне, к сожалению, бежать некуда было. Я был один на берегу реки. Значит, группа была гораздо больше меня. А как так получилось-то, что вы оказались на берегу реки, причем, я так понимаю, ну, чтобы Алена, распивать я вырос алкогольные на напитки, реке. да? Я Это значит, приезжаю ну, на какое-то свой условное берег, доверие, что ли, или что? где моей стоит машина, где мой берег, где я, ну, как бы я здесь вырос, здесь все. Но вы не были в этой компании, значит? Нет, конечно. Вы не с ними нет. были? Я подъехал на лодке, стал загружать мою лодку на машину. Я самостоятельно все это делаю. Мне помощники не нужны там. Я на тележку затащу всегда лодку самостоятельно. То есть вы не пили? Как я могу пить? Это в Чем-то? смысле Я за рулем компания, был, да, да. употребляла? Вы про это имели в виду? Я депутат был государственного собрания, тем более. Ну, могу отметить здесь, может быть, вся история бы повернулась бы, необходимая бы самооборона. Значит, ну, к сожалению, я тогда был зампредседателя контрольного комитета, и ряд больших дел, которые мы расследовали тогда, это Siemens, в первую очередь, конечно, оборудование медицинское. В общем, она не давала некоторым лицам как бы беспокойства. Поэтому меня вот как бы там... Я не сожалею о том, я сожалею, конечно, о том, что так произошло, но то, что со мной так поступили, значит, тому и быть. Все, точка. Здесь что я могу сделать? Я перед законом чист, я понес наказание, на этом цикл завершился, я попал в тюрьму, я отсидел, я вышел, меня, значит, реабилитировали, ну, не реабилитировали, с меня сняли судимость, меня сейчас нет. Давняя история, которая произошла более 15 лет назад, закрыта. Слава Богу, все живы, здоровы, все остались. Что было лучше? Семья осталась без отца, не родились бы две прекрасные бы девочки, остались бы сыновья без отцовщинами и так далее, и осталась бы вдова. Или сейчас, какая есть размерность? Ну, я думаю, предпочитаю так. Вы себя причисляете к людям-хозяйственникам? Вот у нас прям так очень модно бравировать этим словом. Я хозяйственник, я хозяйственник. Или он хозяйственник, он не хозяйственник. Виталий Обедин тяжелее ручки ничего не держал, он не хозяйственник. Вы хозяйственник? Я хозяин. Хозяйственник – это который по найму. Он хозяйственник, завхоз и так далее. А я хозяин. То есть это отличается тем, что ты смотришь, что нужно исправить. Ты знаешь, как это делается. И самое главное, тебя никто не поныкает и не говорит, сделай это, сделай это, сделай это. То есть я вижу неисправность, мусор. Как его убрать? Я знаю, потому что я делал много раз. Никто меня не понуждает это сделать, потому что и я должен это сделать. Или моя группа. Ну, например, Куддорстрой. Я буду делать замечания, чтобы это было сделано. Поэтому, когда я работал в мэрии в 2018-2019 году, я утром выезжал, я знал, где у нас работают машины Куддорстроя, я знал, где у нас не вывозится мусор, я ехал сразу туда, смотрел, делал для меня замечания, ну, по пути, если это было, я же не буду объезжать весь город, конечно, это было по пути, и таким образом, значит, я не из откуда-то, а я вот на планерку уехал, я уже был подготовлен, я знал. В выходной день я тоже еду, я смотрю по городу, будь это там на Табагинский мыс, там может быть выходной день там с семьей, или может быть где-то в Кангалас, или может куда-то, я все равно заезжаю, смотрю, где что. Для меня выходного нет. То есть я хозяин, я должен смотреть за ситуацией и за работой. Не напрягает это постоянно вот как бы находиться в том состоянии, когда ты фиксируешь, что что-то там Нет, это не напрягает, это стиль жизни, это как у тебя дома. Тебя же не напрягает, что ты посуду моешь у себя, или напрягает? Нет. Я это крайне редко делаю, у меня посудомойка работает. Но ты все равно укладываешь ее, собираешь со стола, это твоя обязанность, это нормально. Это же не напрягает. Ну нет, не напрягает. У меня то же самое. Скажите тогда, почему власти вас так сильно боятся? Ваше мнение, ваш взгляд на этот счет? Ну, здесь несколько моментов надо учитывать.
Ну, наверное, может быть, я делаю вещи такие, которые как бы правильные вещи, которые, ну, идут вразрез, может быть, даже, ну, системе самой. Там. Почему они идут в разрез Ну, системе? справедливость, она такая вещь, что иногда власти не нравится. Например, почему бы не потратить миллиард рублей на Siemens, потом он будет стоять, это медицинское оборудование, и никому не будет нужно, потому что расходников нет, это утекшее. В других регионах людей посадили за это, у нас нет. Но не нравится, что Федоров озвучил это. Так деньги-то народные. Мы же этот миллиард могли бы потратить на тот мост же. Или, например, почему мы должны давать гранты тем, которые просто нужные люди. А 17-й квартал будет гореть, например. А там цена вопроса 2,5 миллиона рублей. Установка пожарных сигнализаций. Разве это не объективно? Почему, например, я должен молчать, когда татинским учителям не выдают субсидии на ЖКХ? Почему я должен об этом молчать? Ну, если это партийная дисциплина в Единой России, я не замалчиваю, чтобы не напрягать, так скажем, правительство, то у меня этих обязательств нету. Почему я должен молчать о том, что у нас значит, ЖКСу, например, не хватает денег, потому что там просто туда отжимают. Я должен озвучить, в чем причина. Почему я должен молчать или не обращать внимания на непопулярные законы, которые идут вразрез нашим, как, например, пенсионной реформы? Я причастен к этому, я государственный деятель, я нахожусь как депутат, представляющий интересы жителей города Якутска, ну и вообще там, скажем, жителей республики. Я за это радею. В чем проблема? Я разве что-то несу такое, ну, неординарное, что-то, может, я хочу изменить, испортить и так далее. Это же очевидно, это же нормально. Ну, в принципе, это очевидно, и это нормально, и так и должно быть. Но, с другой стороны, люди, как правило, не верят, что ну не может быть вот так. Не нравится, ну не может вот быть не нравится так. мне у вас что-то. Вот могу сказать просто и все. Ну, например, что? Ну-ка Бусики, попробуйте. хотя я в них не разбираюсь. Это очень модно, поэтому стильно, я, да. молодежно. Правда? Актуально Ну, в этом правда, не сезоне, разбираюсь. да. Поэтому, ну, если мне, ну, не по душе мне, допустим, закон, который не подкреплен деньгами, ну, как, например, закон о столичных функциях города Якутска. Ну, понимаешь, закон, это закон, по которому мы должны жить. Люди, если мы 600 миллионов рублей выделяли на город Якутск в 2003-2005 году, Вячеслав Анатольевич Туров это делал, почему сейчас-то 450? У нас инфляция 9% в год. Мы хотя бы согласно инфляции должны были уже процентов на 50 как минимум индексировать. Ну, ребята, ну, численность населения в городе Якутске за 10 лет 100 тысяч увеличилась. Ну, где стыд-то? Это зачем тогда закон такой неработающий? У нас сегодня пригороды мусор высыпают на задворки, потому что, ну, нету возможности ЖСу, жилкомсервису, вернее, вывозить его. Но это не объективно, я же не могу об этом молчать. Тогда я буду просто слюнтяем, который все пофиг. Вы же раньше состояли в качестве члена партии «Единая Россия»? В каком году вы вышли? Более того, Лена, скажу, я был основателем партии «Единство». Это 2003 год. Мы с Ильей Федоровичем Михальчуком создавали. Самая большая, крупная первичная организация была по всей России, в Сайсарском округе. 572 человека. Вот настоящих людей. Я первичную организацию проводил в несколько этапов. У меня не хватало места в зале. Если вы не верите, можете зайти на мои дневники и посмотреть. У меня зал на 250 людей. Ну, тогда можно было без масок, без ничего. Мы вмещали по 150, по 170 человек, и мы проводили в несколько этапов первичных организаций собраний в Сайсарском округе. Да, я был зампредседателем местного отделения, значит, у Александра Павловича Синицы несколько лет подряд. Я был представителем и делегатом съездов и так далее. Я реально верил в нее. Ну, я тоже верила, но при этом я в «Единой России» с 2002 года была. У меня даже вот этот билетик такой, да, он сохранен и так далее. Я реально верил, я верил в Путина. Когда перестали верить? Я не помню, по-моему, 2008 год там, или 2009 год, что такое было. Вот я помню, наши лидеры, некоторые, они хорошо очень так правильно, мне кажется, говорили
о том, что не надо некоторые формальные вещи таким образом просто давлением вот, партийной дисциплины и все, никакого плюрализма мнений. Все просто вот, все задавили, все. Партия голосует вот так. Вот. И я начал говорить об этом тоже, что, ребята, ну, есть же некоторые моменты, которые интересны нашему горожанину, жителю республики. Можно пообсуждать вот таким образом, чтобы накатом, значит, просто поднимать это неправильно будет. Нас люди перестанут верить, что мы даже обсуждаем. Ну, создайте хотя бы иллюзию этого. Нет, все, мы должны так. Ну, поняв о том, что, наверное, здесь я ничего не изменю, потому что в потоке внутри даже невозможно выражать. Как это так? 3 выступления от фракций, и от каждой фракции по одному человеку. А что за обсуждение-то, извините меня, тогда? И зачем этот парламент нужен, если публично этого не говорить? Не все могут на комитетах услышать это, ну, жители республики. На пленарном заседании, когда обсуждаются законы, но истинное лицо-то должны все показывать. Поэтому я был против этого. Это абсолютно, я считаю, это объективные вещи. То есть в каком, в 9-м году вы вышли? Я, Лен, не могу вам сказать, я не помню даже, потому что это для меня не событие. Я не Нет, запоминаю ну мне такие- кажется, я же, в принципе, примерно тогда и планировала тоже выйти, но мне почему-то было страшно. Я не знаю, это совершенно иррациональный страх, естественно, да, что ты делаешь что-то такое, ну как бы ты показываешь власти свою фи, мне тогда было страшно. Я потом вообще забыла, потом все не могла технически доехать и фактически вышла буквально 2 года назад. Не знаю, там платят членские взносы. Там перестали платить. Я Раньше- причем 1 год была казначеем, я вот тупо сидела на телефоне и вот обзванивала людей, а не пора ли вам пора? А не заплатите ли вы? Ну, то есть это да, это довольно унизительно было. Ну, если раньше в КПРФ не платили членские взносы, там 1, 2, 3, могли даже исключить из партии. Это я Нет, четко потом помню. перестали, Ну, потому просто- что как я по раньше себе было. даже отметила, я не платила, и никто меня не исключал. Ну, это на усмотрение. Идея о переезде мэрии на 17-й квартал. Бред. Бред бредовый. Почему? Продолжать? Ну, можно, да. Развернуто как-то можно ответить. Мы с Ильей Филипповичем однажды сели на крыше, значит, мэрии города Якутска, когда еще там 6-го этажа не было. Значит, и я посмотрел сверху там и говорю, у нас вон отсюда, значит, несколько кварталов находится архитектура. У нас находится ДЖО, там где-то у черта на куличках. И у нас там, значит, еще там есть, там, по-моему, даже у нас тогда и по опеке, что ли, попечительству еще где-то там было и так далее. А здесь как муравейник. И потом мы зашли с ним туда, чтобы строить там 6-й этаж, там туда-сюда. Вот. Он говорит, я ему говорю, давайте мы сделаем где-то одно большое здание, как вот планировалось и так далее. И мы это с ним обсудили. Идея была такая. Где-то в районе 203-го квартала, кстати, 202-го квартала, там, кстати, на том месте, по-моему, вот это вот здание, горку эту построили. Мы с ним так еще посмотрели. Я тогда был председатель, я уже был депутат госсобрания был. Вот, и мы приняли решение о том, что надо подумать, чтобы у нас была одна площадка. Это должно быть не больше 2 или 3 этажей здания. Оно должно быть в таком эконом-варианте длинное, то есть большое, там квадратов, ну, допустим, там 5-7 тысяч. Все должно быть в одном месте, должен быть один коридор, все должно быть раскрыто, никаких закрытых дверей и так далее и тому подобное. Это такой центр-офис такой, администрации города Якутска. Здесь же у тебя приемная, офис приемная, здесь отдельная приемная для посетителей, значит, кто приходит письма писать с консультативным центром. А у нас сегодня даже где люди приходят, сдают заявления обычные, она меньше вашей комнате в половину. Там даже вот стульчика нет, это как, знаете, в полицейском участке. Они сели там, что-то написали. У меня маленький кабинет. Унижение нашего горожанина заключается в его приеме, к отношению к нему. Да, вот это вот нагнуться, чтобы Да, там какую-то да, бумажку да, сдать, или да, это, да. вот это я прям ненавижу Этика, такие вещи. низкий уровень, очень, низкий очень уровень муниципальной услуги, не буду говорить плохих слов, да, в части просто обращения. Там, ну, такие вещи проконсультировать.
вам тут не бюро, да, или там подсказать, куда лучше обратиться, обращайтесь в МФЦ, там все объяснять. Вот этих вот отсутствие консультаций обижает горожанина, и он перестает верить или доверять власти из-за этого. Мы всегда на входе теряем свое доверие, потому что к людям сразу относимся. Сюда нельзя, полицейский стоит, кабинет там. То есть все в приказном тоне. А вы поменяете? Конечно. Что вы сделаете? Все Скрипты поменяем. напишите? Абсолютно правильно. Скрипты. Если человек не умеет разговаривать, его не научила жизнь или там кто-то еще, мы его научим. У нас есть четкие правила. Этика раз, уважение к другому два, третье, ты должен обязательно вникнуть в суть проблемы. Слушать и слышать, что тебе говорят. Ну это же такое, на самом это же осознанность. Алена, Осознанность это такой сложный момент для большинства людей. Даже ежика можно научить курить. Это не, ну это научить. А осознанность это такая вещь, которая, ну вот, чтобы слышать именно, да, потому что слышать может только человек осознанный, который проявляет эмпатию, которому не безразлично, который ставит себя на место человека, пришедшего. Согласен. Это такая, я никогда не опущу руки. Ну скрипт это проще, в принципе. Я никогда не опущу руки, чтобы добиться того, чтобы человек другого принял. Это же очевидно. Ты же можешь, ты можешь там плохое настроение за дверью оставить, но здесь цикл твой рабочий от работы. Угу. Бедин, кстати, по поводу открытых больших территорий, наоборот, негативно высказался. Ну, он тоже назвал бредом офис на 17-м квартале, но, тем не менее, он сказал, что не в нашей культуре общения и не в нашей ментальности вот эта вот открытость, потому что начнется я человек открытый, грызня какая-то, подсиживание, то есть интриги внутренние. Я в это не верю. Для меня все люди равны, милые, хорошие. Я в это не верю абсолютно, нет. Серьезно? Да. Да? Ну ладно. Даже вот некоторые там, я знаю, они просто, они же... Вынуждены. Они вынуждены, это раз, и во-вторых, у них, чтобы обратить на себя внимание, у них такие способы выживания. Поэтому я с пониманием к этому отношусь, там, не то, что там насюкали, там их денег дали, они просто, так сложилось. Но, кстати, я хочу их отметить, что они сейчас отрабатывают. Они это кто? Вот эта группа, которая, допустим, меня обкусывает там со стороны и так далее, я вот смотрю на них, если они это будут качественно делать, то какие-то в других мирах, наверное, наступит у них период очищения, там, они сейчас нарабатывают себе просто. Да? Да. Я с пониманием... Вы верите в такие миры? В чем смысл жизни? В любви, в отношениях, в семье, то, что вот рядом с тобой. Это смысл. Конечно, я могу... А власть – это не смысл? Алена. Вы не за властью идете. Вы за любовью идете, да? Я за целью, чтобы в городе все улыбались. А это как раз от хорошего настроения, когда у людей отношения хорошие. Смайлики в обратную сторону – это что? Это ящик, это какая-то коробка, это людей нету. Вы посмотрите эмоцию человека, когда он едет в автобусе. В закрытом, сколько энергии низких и сколько там агрессии и так далее. Как он только вышел оттуда, пространство появилось, он в обладании хороших эмоций, плохих, он может их пропускать и так далее. Поэтому вот состояние обладания у человека, ему либо нужно передать его, сказать, вы хозяева города, у нас будет все хорошо, вы не переживайте, мы вашу проблему решим вместе с вами. В автобусе в этом никто друг другу не хочет улыбаться, они все время хотят быть в конфликте, толкнуть. Мне кажется, здесь просто нарушение физических границ, и людям это некомфортно, и это просто сам по себе общественный транспорт. Я жил в компании. И вы, каким бы там прекрасным ни были бы кандидатом в мэры и так далее, да, или мэром даже, но вы не решите эту ситуацию, потому что это исключительно психологическая тема. Езжу в метро, даже в Испании, да хоть где, там все так же. Езжу в метро в Москве от Марьиной Рощи до Ранхиса на 2 пересадках, и что, там 40 улыбаются? минут. Я не устаю там, потому что я на себя не цепляю это. Я наоборот, пожалуйста, толкнул, хорошо, рад проходить. А кто-то вообще реагирует разве на это? Нет, конечно, миллионы людей и так далее, но я не устаю от этого. Я в этой коробке еду, вопросов нету. Вы сейчас опять говорите про осознанность. И сами же подчеркиваете, что, по сути, если люди реагируют на нарушение границ в транспорте, да, в общественном, значит, они не настолько осознанны, чтобы не реагировать на это. Во-первых, если это сплошь и рядом, не будет муниципальной услуги комфортной, не будут там люди, которые вам
если не улыбаются, но, по крайней мере, корректно донесут информацию или вам помогут. Если мы не приучим наших, ну, скажем, гостей, которые продают фрукты, чтобы они не хамили и так далее, в индрайвере тоже вели себя конкретно, то мы научим, ну, потихонечку начнем менять вокруг себя мир сами. Если мы перестанем с соседом ругаться, потому что он там выкинул, а просто скажем, ну, пожалуйста, давайте сделаем так, как, например, Коля с Пионерской 46, который стоял, курил все время, смотрел на меня, как я приезжаю на 17-й квартал, и там пытаюсь с дворниками разобраться и так далее. А потом уже на 5-й раз вышел и сказал там типа, ну давай, типа, трудись дальше там и так далее. А на 4-й, на 5-й раз я сказал, Коля, вон там есть лопатка, вот мы с пацанами же убирали, с Арданы приезжали, кстати, убирал, а ты что? И потом мне, думаю, право сказали, что Коля вышел и начал собирать. А так он бычки кидал во двор. Вот, поэтому системный подход к человеку, его потихонечку приучение к этим к добрым намерениям, хорошим, искренним посылам и так далее, он приведет все равно к результату. Правда, я знаю это, у меня есть примеры этому. Хорошо. Путин красавчик? Путин? Да. Путин шикарный управленец. Ну ладно. Я хотел сказать хороший управленец, но это шикарный управленец, это одно. Калининград, Охотск и Черное море. Ему стало мало, он взял еще Крым. Там, начинаю там где-то на Курилы, там закрывает и так далее. 20 лет такие территории держать в руках, разве это не заслуга? Или там, ну, успех? Мы страна, которую в 90-х годах начали рвать на части. Ее разорвали на части и так далее. Осталась вот середина совершенно. И сохранить это, ну, не знаю, кто бы лучше мог сделать. Найдите мне человека. Если никого не допускали, если отстреливали. Не, у меня есть четкое мнение, я его держу при себе, не пропагандирую, не имею никаких Вы сейчас навязчивых... политкорректный ответ пытаетесь дать? Почему? На этот Я сказал, вопрос? как есть. Как Все, есть, факт, как вот да, вы да. так и думаете, Вопрос, да? Не красавчик, но управленец. Что такое красавчик? Я даже не понимаю. А зачем 20 лет-то сидеть вообще? Иди, уступи. Ну тогда вы его не избираете, если 20 лет. Что вы его избираете? Я его не избираю. Ну страна хочет, чтобы 64% у Ну вы же Путина было. прекрасно знаете, как происходит-то на выборах. Слушайте, я знаю, как в 18 Какого году... числа пойдете голосовать, кстати? Ну, я думаю, пораньше схожу. Зачем? 26 числа схожу. А что, какие проблемы? Ну, вот мы все горожане, да, нормальные горожане, которые не выдвигаются в кандидаты, мы пойдем 28-го марта. А вот зачем? Ну, просто, чтобы уж в последний день. Для чего? Боитесь? Да. Да ничего не бойтесь, ничего не будет. Это вам эти страхи специально прививают, а вы на них ведетесь. Перестаньте бояться. Вот эти страхи, которые там прямо забивают. Ну зачем это? Не, ну излишняя осторожность, я Но считаю, не помешает. перестаньте, Тем более конечно. я видела, как это происходило на голосованиях по поправкам. И вполне реально. Ну, Но извините когда меня, в последний по день, поправкам тогда... там уже край. А здесь я не думаю, что такой прямо край. Тут я думаю. Не, ну ставки же высокие Есть тоже. 236 наблюдателей. Из них порядка 130 с правом совещательного голоса. Эти люди находятся на местах, они контролируют, у всех камеры. Будет четкое понимание о том, что будут за каждого вбросчика выплачивать так называемое вознаграждение. Четкое будет понимание о том, что если будут снимать на камеру, сегодня технологии этому позволяют, за анонимную информацию будет 30 тысяч рублей. За то, что человек снял и он видит фальсификации выборов, он не будет никаким, значит, являться, назовем, там, ну, как бы, фамилия и так далее, он будет анонимным. А если это подтверждается, ему наличными прямо здесь выплачивают. Следующий шаг, это когда человек снял, написал заявление, 50 тысяч рублей. Если человек сдал группу, это будет 100 тысяч рублей. То есть мы сделаем таким образом, чтобы люди получали вознаграждение за поимку этих товарищей. Приедут политологи федеральные, приедут журналисты федеральные, это начиная от «Медузы», «Новой газеты» и так далее. Приедут консультанты для работы с наблюдателями. Приедет в обязательном порядке журналисты, которые ведут, ну так скажем, значит, вот такие острые моменты. И, соответственно, группы реагирования с юристами приедут для поддержки этих выборов. Это будет все публично освещаться.
Это будет онлайн-трансляции. У нас, слава богу, есть такие технологии сегодня, когда мы можем с камерой идти и выбрасывать в эфир посредством даже наших банальных мыльниц. Да? Вот, это готовится сегодня. Есть четкая программа, где на каком этапе, какие люди будут находиться, сколько журналистских групп будет ездить, зафрактованы машины, которые будут за этим наблюдать, даже в такие, ну, назовем это, скажем так, скрытые камеры и тому подобное. То есть это все сегодня организуется для того, чтобы власть, или как вы переживаете, что фальсификации не было. Даже будет до того, что мы постараемся, чтобы в территориальную избирательную комиссию зашла камера прямо, и подсчет голосов, фиксацию и так далее, это все фиксировало. Будет стоять счетчик, сколько зашло людей в территориальную избирательную комиссию, сколько привезли урны. Да. Угу. Это все 100. Слушайте, ну про это я, честно говоря, не знала. Ну а зачем вам об этом знать, если это технологические моменты, которые мы сегодня прописываем, по ним по каждому шагу отдельный план. По этому шагу есть план А, план Б, есть отдельная программа, это, ну, там, назовем ее защитой голосов, и есть программа сопровождения. В этих рамках мы будем работать. Поверьте мне, я достаточно опытный организатор этих мероприятий, я знаю, что мы будем делать, и у нас есть группа людей, которые сегодня приезжают буквально на днях, которые будут еще и обучать тех, кто не знает. Ну, у меня времени нет обучать. Вот, техническую часть будет обеспечивать наша местная группа, идеологическую часть, юридическую, это будет, значит, мы вынуждены пригласить. Поэтому идите голосовать, не бойтесь, вся будет ситуация под контролем. Мы к этому готовимся, и я, как сейчас еще кандидат, я говорю о том, что заранее, несколько месяцев назад, мы уже это все проговаривали, мы это готовились к этому, закладывали бюджеты и все такое. Поэтому ничего здесь особенного нет. Прекрасно. А что с вашим судом-то? Что дальше, кстати, будет происходить? Ну, мы с вами должны быть, Алена, осознанны и хорошо стоять на ногах, как бы с пониманием к сегодняшней ситуации относиться в первую очередь и ожидать от этого суда, скорее всего, нам хорошего ничего не придется. То есть все-таки не получится Я не стремящийся, как в некоторых кругах это называется там. Я к власти или там за креслами не гонюсь. У меня это как бы, ну, я ровно к этому отношусь. Между тем я понимаю, что когда ситуация выходит, скажем так, из-под контроля, ты в ней не сможешь, ну, как бы ее регулировать и так далее, ты должен принимать какие-то альтернативные, либо другие какие-то решения. Поэтому, скорее всего, сегодня ситуация будет выглядеть таким образом. Я возглавлю штаб альтернативного кандидата. Видя то, что мы сегодня, ну, скажем так, не выигрываем суды и будет затяжка времени, чтобы меня, если даже восстановят, то восстановят в самом последний день перед голосованием. Я физически не смогу развернуть кампанию, это меня сегодня связывает. Тем самым воспользуется оппонирующая сторона, и, значит, мы раздробим голоса. И у нас не получится, потому что, ну, назовем это альтернативные силы, народные силы, они всегда должны быть объединены. В связи с чем я своим горожанам объявляю о том, что я возглавлю штаб Виталия Обедина. Я это делаю уже не один раз, у меня есть опыт в этом большой. Я буду вести его, не претендуя там на какие-то должности и так далее. Между тем я готов работать в городе Якутске на благо своих горожан, вместе с командой, и делать то, что я делал раньше, максимально вкладываясь своими знаниями, навыками, умением, и не жалея ни сил, ни здоровья, значит, оказывать городу поддержку. Всех прошу подумать об этом, поддержать меня, поддержать кандидата независимого Виталия Валерьевича, который очень имеет большой опыт работы с людьми. У него много справедливых проектов, начиная от поддержки простых жителей города Якутска и заканчивая предпринимателями. У него очень большой опыт работы с законодательной властью, исполнительной властью, диалогом со всеми органами власти, начиная с судебной, исполнительной, представительной. Вот. И человек, который имеет принципы, у него очень хорошее чувство справедливости. Этого у него не отнять, конечно, и у многих кандидатов, кстати, скажу, такого нет. Не обремененный никакими
политическими, экономическими, элитными связями корпоративными. Много преимуществ, которые даст ему возможность правильно управлять нашим городом. Повторюсь, что я готов стать рядом, осуществлять деятельность в администрации города Якутска для поддержки, для работы и реализации национальных проектов, городских проектов. Пожалуйста, прошу понять меня и поддержать. Ну, то есть это, в принципе, и есть, по сути, обращение. Ну, принимайте как есть, но факт остается Просто фактом. я в конце каждому кандидату предоставляю время для того, чтобы они могли обратиться к зрителям, горожанам. Собственно, вы это и сделали. Добавить нечего? Ну, хотел бы сказать о том, что, уважаемые жители города Якутска-Алена, вы, в первую очередь, симпатичная девушка. Значит, хорошая погода скоро на улице будет. Все встанет на свои места. Все утрясется, все перипетии, скандалы и конфликты какие-то сегодня существующие, даже между кандидатами и людьми, это все уйдет. Это время всегда так делает. Время наш помощник. Она нам всегда дает возможность, чтобы мы потом успокоились, консолидировались. И мудрость житейская заключается в том, чтобы мы нашли в друг друге нашли какие-то ниточки, чтобы объединиться потом. Найти силу в себе, чтобы не искать в наших оппонентах врагов, не создавая их врагами, не назначая их врагами. Вот это очень важно. Я своим оппонентам могу сказать, что я вас никогда не видел, не вижу и не буду видеть врагов. Я понимаю, что работают штабы, я понимаю, что там льется всякого негатива полно, вы за этим не успеваете. Не думаю, что вы сидите и ночью строчите какие-то там не знаю, это за вас делают кто-то и так далее. Поэтому нашим горожанам нужно принять это как, как немножко там, скажем, плохую погоду. Она закончится, обязательно будет хорошая погода. Тем более сейчас она нас радует с вами. Спасибо большое за понимание. Спасибо большое, что пришли в студию. Я все-таки выражу некую надежду, да, что вы придете потом как-нибудь уже просто в качестве Владимира Федорова, потому что все-таки вас тогда приглашали тоже в качестве Владимира Федорова, и мы поговорим вообще на какие-то другие отвлеченные темы, Например? не связанные. Например. Да хоть о чем. Я не буду вам сейчас Поболтаем. анонсировать, потому что на самом деле, если это будет интересно, или вы какой-нибудь мастер-класс дадите, опять же, обучите опыту, поделитесь им, да? Но точно стряпать и варить уху я не буду. Ну здесь не видите же вы плиты никакой, Ясно. да? То есть это Этого банально же нет. уже. Я не буду тут менять студию под всякую уху, хотя уху я люблю. Я еще раз подчеркиваю, что ходить на выборы – это очень важно, это нужно, выражение собственного мнения, гражданской позиции, это современно, это очень актуально, и нам действительно это необходимо. Обязательно идите на голосование, как я говорила в предыдущих выпусках, только 28-го, ну окей, хорошо. Если хотите 26-го, 27-го, 28-го, я, честно говоря, не в курсе была, что там такая прямо... Вы что думали, мы так просто, прям там так все мощно, да, и уже как-то действительно приятно, когда свое спокойнее. не отдадим, но и чужого Когда не возьмем. спокойно, кстати, да, вот это вот то ощущение отсутствия страха. Когда ты знаешь, что ты делаешь, ты не должен бояться ошибок. И это очень здорово, да. Вот давайте все-таки голосовать за то, чтобы нам было спокойно, чтобы нам не было страшно. Вот когда, при каких обстоятельствах, потому что я здесь не навязываю свое мнение, здесь исключительно интервью с гостем, и вы сами решаете, за кого вы будете голосовать, вы сами решаете, кого вам поддерживать и какое будущее городу и всем нам хотите. Подписывайтесь на канал, следите за выпусками. Я в ближайшее время дам, скорее всего, свою оценку каждому кандидату. У меня есть мнение, я бы хотела им поделиться, потому что, опять же, меня об этом тоже просят. Поэтому нажимайте на колокольчик, чтобы получить уведомления о новом выпуске. До встречи!